Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Как я говорил ранее, на 2020 год у Путина были большие планы. И все они так или иначе связаны с историей, в которую Путин собирается правильным образом войти и которую планирует правильным образом написать. Для того, чтобы правильно войти, а не вляпаться в историю, нужно, чтобы она была правильно написана. А весь мир знает, как это умеют делать в России. Именно 2020 год в планах Путина должен был быть самым подходящим, ведь исполняется 75 лет окончания Второй мировой войны, то есть того события, которое Путин приватизировал и употребляет для собственных политических нужд. День Победы для Путина должен был стать битвой за место на политическом Олимпе планеты. А на трибуне Красной площади он планировал собрать значимую часть лидеров ведущих стран мира. Борьба за наполнение гостевой трибуны на юбилейном Дне Победы для Путина складывалась неплохо. Но тут вдруг боги отвернулись, а пандемия коронавирусной инфекции помешала ему встать на пьедестал мировой политики. Что же, пацан сказал, пацан делает. Парад Победы на Красной площади все-таки планируют провести 24 июня и по образцу 1945 года. А по данным российских СМИ, костяк участников шествия составят военнослужащие с иммунитетом к новому коронавирусу. Да, с российской пропагандой тяжело спорить, но давайте проанализируем. Военнослужащие с иммунитетом к новому коронавирусу. Это как? Иммунитет у человека к инфекциям может сформироваться либо в результате выздоровления после болезни, либо после вакцинации. Насколько известно, ученые еще не разработали вакцину от коронавируса, а в соответствии с планами Кремля на Красной площади примут участие 14 тысяч солдат и офицеров, а также военнослужащие из других стран. А из 14 тысяч солдат и офицеров какое же количество переболело коронавирусом и составляет так называемый костяк? А так называемые торжественные церемонии планируют провести в 9 городах-героях и 19 городах с участием 64 тысяч человек. А из этих военнослужащих какое количество составляет так называемый костяк? При этом из официальных российских СМИ нам известно, что из-за переноса сроков проведения торжественного шествия военные столкнулись с трудностью. Солдаты прошлогоднего весеннего призыва уже уволились в запас. Поредевшие ряды парадных расчетов заполнили воины осеннего призыва. Они не принимали участия в тренировках в апреле, и теперь им предстоит в сжатые сроки отработать движение в строю во время карантина. Да, о солдатах прошлогоднего весеннего призыва и курсантах. Напомню, что на репетициях парада, который должен был традиционно пройти 9 мая в Москве и в итоге был отменен, коронавирусом, по официальным данным, заразились не менее 376 человек. А это учащиеся Тверского, Суворовского и Нахимовского военного морского училища, а также курсанты Московского военного университета и других частей и военных институтов. На самом деле, возможно, заразившихся было намного больше. Но что значит здоровье и жизни солдат и курсантов, когда на кону пьедестал мировой политики? Да, но тут все равно провал. На сегодняшний день Россия получила подтверждение аж от 12 глав государств о намерении посетить Парад Победы в Москве 24 июня. Об этом в четверг, 11 июня, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Российской Федерации. Так кто же они? Подтверждения получены от Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Белоруссии. А теперь внимание! Абхазии и Южной Осетии. Знаете, если этот список дополнить Карабахом, Приднестровьем, ЛНР и ДНР, ну точно получится бал сатаны во время чумы. А лидерам суверенных стран, подтвердившим свое участие, нужно будет задуматься, стоит ли посещать бал во время чумы. Дмитрий Песков сообщил, что Москва не направляла Владимиру Зеленскому приглашение на парад. Он отметил, что Украина уже не является членом СНГ и не выражала желания поучаствовать в праздничных мероприятиях. Ну и слава Богу. В последнее время все больше аналитиков говорят о возможном военном вторжении России в Украину.
И несмотря на то, что наземное вторжение вооруженные силы Украины могут сдержать, широкомасштабным наступлением при поддержке с воздуха Украина самостоятельно не справится. 12 июня Украина получила статус члена программы расширенных возможностей НАТО. А это хороший подарок для Украины от западных союзников в День России, День оккупанта. Украина рассматривает программу как дополнительный инструмент для углубления военного практического взаимодействия с Альянсом. Программа расширенных возможностей позволяет стране-партнеру достичь секторальной, то есть оперативной совместимости с НАТО на уровне системы логистики, связи, управления войсками, конкретных родов войск и так далее. Кроме того, дает приглашенным к ней странам-партнерам ряд особых возможностей взаимодействия с НАТО. А пока российские спецслужбы продолжают воду в Крым каледовать. Вдруг вспомнили о нынешних вопросах правоохранители к экс-президенту Украины и запустили по новому кругу госпожу Поклонскую, которая просит украинских прокуроров, возможно по старой дружбе, возбудить производство в отношении господина Порошенко о нарушении им статей 242 «Нарушение правил охраны вод», статьи 441 «Экоцид» и статьи 442 «Геноцид» Криминального кодекса Украины. Только вот нестыковочка получается. Порошенко стал президентом 26 мая 2014 года, когда по Северокрымскому каналу вода уже не текла. Желаю всем счастья, мирного неба над головой. До новых встреч!